Ассаламу алейкум! В эфире программа «Неделя». О самых заметных событиях прошедших 7 дней вам расскажут мои коллеги и я, Ислам Ершов. Больше 500 инвестиционных проектов, новые школы и больницы. Глава Чеченской Республики провел совещание по вопросам социально-экономического развития. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 8,4%, объем отгруженных товаров на 120%. Все для победы. Рамзан Хаджи Кадыров проверил новую военную технику для спецподразделений из Чеченской Республики, участвующих в специальной военной операции. Порицает весь цивилизованный мир. Сожжение Корана осудили представители всех традиционных конфессий России. Аяты и суры Корана гласят: Всевышний один, а уверовавший брат. В знак почитания священного месяца Раджаб в доме матери главы региона президента регионального общественного фонда Аймани Кадыровой прочитали мавлид. В религиозном обряде приняли участие Рамзан Хаджи Кадыров, религиозные деятели, а также внуки первого президента республики. Вместе они восхваляли Всевышнего и его последнего пророка, Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Напомню, что Раджаб – один из 4 запретных месяцев в исламе, в котором мусульмане проявляют особое усердие в поклонении. В доме главы Чеченской Республики также состоялись религиозные обряды. В них приняли участие муфти региона Салах Хаджи Межиев и другие религиозные деятели республики. Гостей принимал лично Рамзан Хаджи Кадыров. В начале встречи они вручили ему ценные подарки, среди которых реликвии, связанные с жизнью пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Отсон замет болшол пайман салатив шона хада буитен хиллатер. Эсон кен кантиаборер из азамат болшанот. Сугар ха ясна из олиги тидиеш давечер. Он хабает нацал. Аллах акбар. Аллах. Суна бол. هذا شيء حيل من الشجرة يوم. ما شاء الله. إذا خانسون بخون بيشبو أسمانسكي إمبيريس كتانسكي خانس ويول شاعتك بايتين كل قيمة إينا ليجرب أنه مش سائل ربنا شوفون الله أكبر ما ده عندك جنبي توس بيرس كان بيسا يول عندك بس عليه هل شو عملت لي قيمة إنسا جور مكاس هذا سيناس كشلة تعافيزو سنجرجسك ورك تشكاقي سنا شيء إينا عليه اللي يدوش أشيل بيتريل دبارسو شو ده اللي يطلع شو على إيروش خلاص ده خلصنا سنادس هم خارج خلاص هذا كل يشل صار نعش ما شاء الله كل هستوريا يشتغل يشتغل الشيخ يوسف نبه نوات تعاول أخله تو بابور بانت يتعشقوا بيتعيش هقارة تو لا تسألوا هرباي مر عليه الصلاة والسلام تو كوك تو تشلرين يشاش ما تحترين يشوقش ده بايمر عليه الصلاة والسلام ما تشي صفة تديش تو أمي عندش خينا شوق حينا بيش يازين أوش دكتور ده الكل إندش توش ده العالم كرتاحة وبايمر ما تشهون اللقطة تشاش لقي الله يلش مصو ده الخلقة وتماشي عندك العدو بايمر أسمتي قاتش قلق والشوت شابدش لق خبرهم موسى بايمر يطول سينا إحا قيقا بيربوط عيا حيمات شال وي أحمد بايمر عليه الصلاة والسلام عرش تعور زمان شوح
Собравшиеся прочитали мавлид и совершили зикр, восхваляя лучшего из людей пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Затем верующие сделали дуа, прося Всевышнего прощения и милости для всего народа, а также скорейшей победы чеченским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. В Грозном дали старт строительству многофункционального жилого комплекса «Квартет». Это масштабный проект, который включает 4 25-этажных дома на 736 квартир. Торжественную церемонию посетил глава Чеченской Республики, который заложил капсулу под будущий объект. Подробнее в следующем материале. Чеченскую республику украсит еще один современный многофункциональный жилой комплекс. «Квартет» — это масштабный проект из 4 25-этажных домов, рассчитанных на 736 квартир. На церемонию закладки капсулы прибыл глава региона вместе с соратниками. Встреча начинается со вступительного слова мэра Грозного Хасмагомеда Кадырова. Благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который достойно следует созидательному курсу первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, да Аллах обладает. Возведение современных объектов различного назначения стало для нашей столицы доброй традицией. Вице-премьер правительства региона, куратор строительной отрасли Хамзат Кадыров отметил, что строительство нового комплекса станет первым шагом полного преображения Висаитовского района. Он также поблагодарил главу республики и подчеркнул, что благодаря его усилиям в регионе возможно возведение таких объектов. Ассаламу алейкум, уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья. Приветствую вас на церемонии закладки капсулы под строительство многофункционального комплекса «Квартет». Современный комплекс комфорт-класса станет первым шагом в полном преображении Висаитовского района. Это часть работы по реализации генерального плана нашего любимого города Грозного. Мы ведем большую работу по развитию инфраструктуры каждого района Грозного и с гордостью воспринимаем изменения, делающие нашу столицу еще красивее и прекраснее. Важным направлением пути нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, да Аллах обладает, является повышение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение жителей республики всеми необходимыми условиями и рост благосостояния народа. Мы с каждым годом наращиваем объемы привлеченных инвестиций и темпы жилищного строительства. Это огромный плюс для развития экономики республики. После этого Рамзан Хаджи Кадыров вместе с председателем правительства региона Муслимом Хучиевым заложили памятную капсулу, дав старт строительству. На территории объекта предусмотрена парковка на 291 место, а также благоустройство прилегающей территории. Общая площадь всего комплекса составит порядка 82 тысяч квадратных метров. Уникальные объекты, поражающие своей красотой, в Грозном возводятся с каждым годом. И многофункциональный жилой комплекс «Квартет» станет одним из таких. Абдулла Батаев, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Исламская финансовая группа «Фаворит» отметила свою первую годовщину со дня основания. За короткий срок компания провела сотни сделок по реализации недвижимости, спецтехники, развитию малого и среднего бизнеса. Но главное, что все операции отвечают нормам шариата. Поздравить сотрудников с этим событием на торжество прибыл и глава региона. Подробнее Седа Хасиева. Ровно год со дня открытия и уже более 600 успешных сделок. Исламская финансовая группа «Фаворит» с первых дней стала востребованной. Сотни людей и организаций смогли реализовать свои идеи и закрыть потребности, не нарушая религиозные нормы. В их числе и мэрия города Грозного. Для нужд города закупили 45 единиц спецтехники. Появление исламской рассрочки стало приятной новостью для всех жителей республики, которые теперь могут брать займы в соответствии с нормами ислама. Это весомый вклад в развитие экономики региона. Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, сделал все, чтобы наш народ жил в соответствии с требованиями ислама. Будучи высокодуховным человеком, получившим религиозное образование, он понимал, что только так можно достичь благополучия и успеха в обоих мирах. Его дело достойно продолжает его сын. Развитие исламского банкинга,
как и все положительные перемены в нашем регионе, тесно связаны с именем главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Жители республики обращались с просьбой запустить исламский банкинг, отмечает председатель правительства Муслим Хучиев. И осуществить этот запрос удалось компании «Фаворит». Также он отмечает, что по инициативе главы региона в России появится специальный закон о партнерском финансировании, соответствующий принципам шариата. Хочу также вспомнить инициативу Рамзана Ахматовича Кадырова по введению исламского банкинга в Российской Федерации. По его инициативе был представлен проект закона. По его обращению уже Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении одобрила проект закона о исламском банкинге, который будет действовать в пробном варианте в 4 регионах Российской Федерации. Это действительно очень большое, благое дело, за что хочу выразить слова благодарности нашему лидеру Рамзану Ахматовичу Кадырову, потому что на федеральном уровне принят столь важный и нужный для мусульман закон. Я думаю, этим законом воспользуются не только мусульмане Российской Федерации, но и представители другой конфессии, потому что в основе представленного Рамзаном Ахматовичем обращения проекта закона лежит справедливость, подписанная Всевышним. Поздравил компанию с годовщиной глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. По его словам, важно и то, что «Фаворит» помогает в создании новых рабочих мест в регионе. К примеру, благодаря взаимодействию компании с малым и средним бизнесом больше 300 человек получили работу. Возможностью общества, так последующим дом беломецкий белохтядоны, шейдоны, ахшаушки чидоны, издон, дальма богдоны, шаш, или звати дердон, так вейбуал дау бердон, бош, дукунах бердон таганы, веймалердоны, ардон. Рассрочкой что-то, да, рассрочкой, бичкина из того, что квартира яйца, йодон, что надо делать, что надо, когда возможность яйца, йодон еще что-то, а я кидон, что на хайст условия что-то, но все админдон. Машины вычували, строительные материалы вычували, квартиры вычували, дом вычували, дом. Что один что нахшн, когда возможность яйца дом, юбный дал что, я кидон, условия что то дом, бассейн дом, еще дом, таган сани дом. Дух бочи халяч доны, зря стадер дон, квартиры чистол, машины чистол, да ночи доны, машины, так чува метик дон, so шевел давалец ирелч, как его шулшулес дон, so шевел давалец дон, ахик диш дон, ахет, юпати он кудалуш, ашхалак дохом дуда из дон, последующий муслим фанада дон, гол метик дон, 320 рабочих мест дон, а и метик дон, дух миллиард человек, один дух завод фабрик ще есть дон, вот рабочий метик дон, так 4 дон, миллиард оборот годовой дон, что уже состоящий дух государственного финансового дона, компания дон, да, я объективный дон, да, мусор дон, очень много деш, так, дикшим для содош, так, бусор дымом бог дон, ночи, омом бог дон, так, цен уешти хаш почту, да, говорит дон, да, мулавы кида дон, посуавы дон. Наиболее отличившиеся сотрудники компании получили благодарственные письма главы Чеченской Республики за вклад в развитие компании. Дудуркаев Усман Сейтамевич, руководитель отдела продаж. С самого начала Рамзан Хаджи Кадыров оказывает всестороннюю поддержку деятельности компании «Фаворит». Это отмечает в своей речи исполнительный директор организации Аслан Юсупов. Нынешние условия, сложившиеся вокруг нашего государства, позволили нам по-новому взглянуть на перспективу развития экономики региона. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров не раз говорил о необходимости применения новых мер в совершенствовании рынка данной отрасли. И сегодня мы являемся свидетелями реализации этих мер на примере молодой амбициозной компании «Фаворит». За короткий период наша команда смогла совершить большой скачок вперед, заключить множество сделок как в пределах региона, так и за ними, а также ввести на территорию республики нормы исламской экономики. Команда компании «Фаворит» преподнесла главе Чеченской Республики подарок – портрет Ахмата Хаджи Кадырова и сертификат на приобретение квартиры.
В планах у компании расширить спектр предоставляемых услуг, а также открыть филиалы во многих крупных городах страны. Седа Хасиева, Мухаммад Чакаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с представителями силовых ведомств. Обсудили ход специальной военной операции и вопросы обеспечения безопасности населения. Лидер субъекта подчеркнул, что для эффективного выполнения боевых задач бойцы должны обладать тактическими навыками в совершенстве. Он также отметил, что все, кто сегодня борются с нацизмом и сатанизмом на Украине, настоящие патриоты, которые на истинном пути. Ahogy talán dukó ámbocs, dukó isztiápáhő gücsbó, de aztán gauson tuadon, hóra подразделения дон, не котагрни иттаг. А шеверги дона из военного министерства обороны сотрудников ВЛА и национальной гвардии ВЛА и полицейские ВЛА, цан hóra на массанат цатер дона и там худа диз. Так, возможность использовать надо, что сотрудничество амбин халбиш подастон. В Руси ada hayalen техник шудон. Так, мосудон, стябон, царь есть программ, что даже 37 программ, не сад дон, именно келл ведение боевых действий дастон. А цига хавич циги добавить еще это шере, он скажет, что баба еще дастон, аму еще дон, так, любой таги дон, подразделение, обратиться один дон, цей техник дон, использовать мой ездон. Так, talán olyan dal, taktik dal, szár hűtső hordina desztol, de azt dal, ugye tudom dal, a borbocs dal, belak grantem ötszát jetszés dal, dukhés pusknes jet dal, tángnes grács jet, sorogás jet dal, jász budasz dal, jász jádal, itt holszklemen, génából dal, gush mádocs dal. Из Чеченской Республики в зону специальной военной операции отправились десятки тысяч добровольцев. Все они проходили профессиональную подготовку в Российском университете спецназа в Гудурмесе. Глава региона оценил работу силовых ведомств на высоком уровне. Также лидер субъекта коснулся темы распространения синтетических наркотических веществ. Он напомнил о недопустимости их появления на территории республики и поручил усилить работу в этом направлении. Синтетические, химические таумшеш, эдмоштон, дойчерумштон, ишдон, эдам хейдокшторумштон, ходуня меллерумштон, придумать еш, ушюхш ауholdat. И даяклой лецелоать, ашшигработ, даяклошон, эстон, цандин аравелдон, Новогрозный, Гудермесский район, Кручеловский район, угич ойорсметти, цандин аравел, лах даякидерфинский дестон. Ойсарах, кюкчудоти дона, Swam dalo ma hatos dáúcs, icskeri jól csinál, hor ülön baldőt csinál, veld esztanok a tegócs szácalak. Icska ma hatos, sellő órával lejt, tekkered a kanál csúvócsidon. Tácavaks. icskeri jól csinál, de szóval buszol cánja jósó, csűzen, bacsákjú sajátszki borskara, hordina belnáxalecke, de szóval. Célid, segítáják, hogy az ogan bíjén, skúter, smugdékidol, meg mosszú ma, hogy ennin tájén, dávat cánner kemen, vagy cád ámadát, se mágyik lámazdó, rozbádó, mosszú mádó, se nerván áspa, de szóval. Szóval, nacsí csá, lecs, én masík elísjátsz, nachtja doks jelzket liachats, nachtja joks narkotik liachats, nachtja machine jedolvás tek kalvifats. Shasen vol tagan chuva humlach vol tag don, machine jedol vol tag itin gour way that's all. De ala wa vitrat as say machine tek don. Zuda din gers shi hol fad that's all. Sadin temaki that's all. Sadin adbit that's all. Chul de asam lul drawat that's all. Sadin lach in don. Lesa sid ekoiden don. Les isam это моё don. Is عدد ديز ده تغير تسويز ده أكلون إز هورا نحشجن خاش مداي ده نحشجن خاش هورا إتولرد ديز. Чеченская республика стала первым и единственным субъектом России, который освоил средства федерального бюджета за прошлый год в полном объеме. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел Рамзан Хаджи Кадыров с правительством региона. Лидер субъекта заслушал доклады и сделал ряд поручений. Подробности в нашем следующем материале. Совещание главы Чеченской республики с правительством началось с объявления кадровых изменений. Рамзан Хаджи Кадыров представил нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений. Им стал
отметил Хамзат Кадыров. Новый министр Хамзат, заместитель председателя правительства, министр имущества, земельных отношений, Развитие экономики – приоритетная задача, которой уделяется особое внимание. С докладом о социально-экономическом развитии субъекта выступил председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. По итогам 11 месяцев, 12 месяцев прошлого года, итог подбит ЕЗЮ. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 8,4%, объем отгруженных товаров на 120%, строительных работ на 132%, количество зарегистрированных безработных у нас составляет 7,9%, и, естественно, прирост населения 19 380 человек, родилось 25 547, умерло 6 167 человек, это один из лучших показателей в России. По реализации нацпроектов, Рамзан Ахматович, на 2023 год объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию нацпроектов, составляет 26 миллиардов 800 миллионов рублей. На сегодняшний день составляется план закупок, график и показатели за 2022 год, итоги будут подведены в марте месяце. В рамках реализации регпроекта в 2023 году запланировано проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции 199 объектов на общую сумму 22 миллиарда рублей. Общее количество установленных показателей по 2023 году составляет 143. В 2022 году, Рамзан Ахматович, мы выполнили 100%, исполнили бюджетные финансы. На сегодняшний день, согласно данным Управления Федерального казначейства, Чеченская Республика стала первым и единственным субъектом Российской Федерации со 100% освоением средств федерального бюджета. Это, безусловно, благодаря вашему руководству, контролю и помощи, и слаженности работы органов исполнительных муниципальных властей, и при непосредственном взаимодействии с представителями федеральных министерств и ведомств. Мы надеемся в 2023 году повторить этот результат при вашей поддержке, Рамзан Ахматович. Премьер рассказал и об инвестпроектах, реализация которых уже началась. Всего их 568. В текущем году ведет строительство 34 школ на 23 148 мест на общую сумму более 16 миллиардов рублей. Также в рамках программы по модернизации школьных систем образования будет проведен капитальный ремонт 76 школ на общую сумму 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Объем дохода республиканского бюджета на 2023 год запланирован в объеме 123 миллиарда 800 миллионов рублей, в том числе безвозмездных поступлений 104 миллиарда 700 миллионов рублей. Налоговые доходы в объеме 19 миллиардов 100 миллионов рублей. Мы активно работаем по вашему поручению над рядом проблемных вопросов, которые важны для социально-экономического развития Чеченской Республики. Это в том числе ОСППТ, удорожание на 250 миллионов рублей. Соответствующая договоренность на федеральном уровне у нас есть. Также на удорожание высоководной линии Кизиной на 322 миллиона рублей. В том числе, благодаря вашей поддержке, авторитету, нам удалось на федеральном уровне обеспечить финансирование объекта строительства Ачхамартанского центрального района больницы на 3,6 миллиарда рублей. И также активно прорабатывается вопрос строительства инфекционной больницы в городе Грозном на 7,6 миллиарда рублей. Также после вашего обращения, Рамзан Ахматович, на Владимира Владимировича Путина по обеспечению жильем детей-сирот на сегодняшний день общая сумма, которую мы запрашивали, составляет 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Это на 450 семей. Уже принято решение из резервного фонда правительства выделения 750 миллионов рублей. Это там Билгалдель Ахштуй, Рамзан Ахматович, потом еще в течение года, если будут какие-то неисполненные финансы десаду и соло, дополнительно нам еще обещали это увеличить финансирование в данном направлении. Также мы прорабатываем вопрос по выделению средств на газооборудование для малоимущих семей в рамках социальной дегазификации, Рамзан Ахматович. Также на вашем контроле держится вопрос, и, соответственно, мы получили от вас поручение, это по строительству нового аэропорта в Грозном, модернизация цементного завода, открытие филиала МГУ, расширение Российского университета спецназа. Также прорабатывается вопрос, есть определенная договоренность о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на
СВО, на участников СВО. Также, Рамзан Ахматович, в стадии обсуждения и какая-то определенность уже есть в этом вопросе по переносу соглашения по прямому счету в части приостановки действия этого соглашения на 10 лет. Также в целях развития территории Чеченской Республики по вашему поручению создан оперативный штаб по призыванию Ачхомартановского сельского поселения в город. Соответствующие нормативно-правовые акты уже прошли свою стадию согласования, и как раз проект по присвоению Ачхомартану статуса города находится у вас на подписи. Отдельно говорили о работе комиссии по рассмотрению обращений, поступивших в ходе пресс-конференции главы региона в декабре прошлого года. Тогда на имя Рамзана Хаджи Кадырова поступило более 9000 вопросов. Баркал, Рамзан Ахматович, по итогам проведенного вами прямого эфира в ваш адрес поступило более 9000 вопросов. В результате проведенной работы совместно с Министерством печати и информации нам удалось большинство вопросов решить, можно сказать, в онлайн-режиме. Кроме того, было очень много вопросов дублирующихся. На сегодняшний день на повестке у нас осталось более 1000 вопросов. Это 1037 вопросов. Основные вопросы у нас поступают по линии ЖКХ и здравоохранения. Вот, к примеру, к органам исполнительной власти у нас относятся более 82 вопросов. Из них большинство вопросов в Министерстве здравоохранения 32 вопроса, в Министерстве образования 17 вопросов, Министерство труда, занятости 15 вопросов, МВД 10 вопросов. Министерство культуры 3 вопроса. И вот в таком порядке. Мы совместно с органами исполнительной власти уже начали работу. Все эти вопросы персонально уже разосланы всем исполнителям. И в течение есть определенные вопросы, которые требуют времени и сроков исполнения. Есть вопросы, которые будут решаться уже в течение месяца. Они разосланы, разъяснения даны, уже по всем органам разосланы. Кроме того, у нас поступило 475 вопросов в адрес муниципалитетов. Основные вопросы тоже, как я уже подчеркнул, касаются ЖКХ, и основной контингент – это мэрия города Грозного. 155 вопросов администрации Гудермесского района, 54, Шалинского 43, Уросматан 35, Курчалойский 33, Нажиюртовский 24. Вот в таком ранжире они, чем больше район, чем больше населения, тем, естественно, вопросы возникают у населения к органам исполнительной власти и муниципалитета. Это в основном вопросы энергоснабжения, жилищного обеспечения, коммунального хозяйства. И все эти вопросы уже разосланы, над ними работают, есть ответственные люди, и контрольное управление работает. Кроме того, поступили вопросы в органы, федеральные органы исполнительной власти. Это 63 вопроса. Это ВТЭК, Главное бюро медико-социальной экспертизы, 17 вопросов, военный комиссариат, 15 вопросов. Есть вот отдельный пункт у нас, это штаб по содействию в проведении СВО, 11 вопросов, пенсионный фонд, 7 вопросов, департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями, 5 вопросов. И вопрос, что Рамзан Ахматович, на повестке иду, все в курс введены, бол беш туда, вопрос, и 1000 вопросов до конца года мы отчитаемся, что работу выполнили. Кроме этого, отдельно бол беш, вот хотелось бы все-таки об этом сказать, есть по обращению граждан личный прием, за 2022 год поступило в наш департамент управления по обращению граждан, поступило более 11 712 вопросов. Из них устных 6000, письменных 5000. В ваш адрес поступило 4861 вопрос. Основная тематика, как всегда, вот и в прямом эфире выдается, и вот люди обращаются, это решение жилищного вопроса, ЖКХ, государства и общества. И беш бол Рамзан Ахматович, так, вопрос даты контрольное управлению
ответственных был срок обозначен. А кроме того, Рамзан Ахматович, хотелось бы подчеркнуть, что у нас осуществляется постоянный контроль исполнения ваших поручений. На контроле у нас находится 264 ваших поручений с разным сроком исполнения. Есть постоянные, есть сроки исполнения, в том числе 58 поручений вами было дано в 2022 году. Проведена инвентаризация базы поручений, ваших поручений за 2010-2021 год и материалов и по их исполнению, в результате чего актуализированы реестры поручений и внесены необходимые изменения вашим указом. Ни одно поручение, Рамзан Ахматович, я вот хочу поблагодарить всех своих коллег. Конечно, где-то им приходится обращаться по продлению сроков исполнения, где-то нормативная база меняется, где-то финансовых ресурсов не хватает, но в основном все ваши поручения органами исполнительной власти, представителями муниципальных органов исполняются в срок и в полной мере. Контрольное управление держит на контроле все эти вопросы. Обсудили и развитие здравоохранения в регионе. В этой отрасли наблюдаются хорошие результаты. Медучреждения республики оснащаются современным оборудованием, в том числе для диагностики и лечения сложных заболеваний. Министерство здравоохранения доходуется оборудование, что купает Рамзан Ахматович, по вашему поручению начата работа по дооснащению медицинских учреждений оборудованию за счет средств фонда имени первого президента, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, Далазут Обалдольцун. Сейчас дооснащается у нас вторая городская детская больница. Там вообще отсутствовал аппарат, рентгеновский аппарат, флюорограф. Детям приходилось в других поликлиниках проходить. Из-за республиканской клинической больницы дооснащать ящувой около 10 миллионов рублей оборудования. Юх РКБСМП имени Хамбиева также дооснащается оборудованием. Это используемо при эндоскопических операциях. То есть у нас были очень большие проблемы, как раз весна, осень, обострение язвенной болезни, уже с кровотечением много довольно-таки больных поступало, и приходилось их оперировать, и тяжелые последствия бывали. Теперь нам их оперировать далмуами придется. Это высокотехнологичное оборудование, которое останавливает кровотечение на всем протяжении, на любом протяжении желудочно-кишечного тракта. Оборудование, поручение, они в течение до мая месяца у нас основной поток, первый поток оборудования зайдет в учреждение. Также ведется работа по вашему поручению в Шалинской центральной районной больнице. Идет полномасштабная реконструкция хирургического отделения, реанимационного отделения, а также детского отделения. Они находились в стесненных условиях в старом двухэтажном здании около 50-летней давности. И по вашему поручению мы их сейчас переводим в трехэтажный корпус, который был построен в 2010 году совместно с администрацией Шалинского района. Сейчас и балансе издания вообще администрации балансе якона администрации района, и баланс здравоохранения передавать ящу, но несмотря на эти процедуры, ремонтные работы ведутся в полном объеме. Это создается отделение скорой помощи, реанимационное отделение, хирургия, травматология, урология, то есть широкий спектр, говорю, и для Шаринской ЦРБ это будет очень знаковое событие. Также кислородной станции на 400 литров и бочку кислородную 2,5 тонны резервный кислород, роддома без кислорода, роддом, все отделения будут газифицированы, то есть будут доведены лечебные газы, поддержку здравоохранения, ощутимые сдвигша, люерша, активно настроены был иол оборудование, оборудование от всего медицинского сообщества. В ближайшее время, к марту месяца, мы завершим реконструкцию в Шалинской ЦРБ,
И вот на днях у нас также открывается отделение скорой помощи в Урус-Мартановской ЦРБ. Ранее было открыто с вашим участием отделение скорой помощи по типу Emergence в Республиканской клинической больнице, которая в СКФО мы вышли первый, и сейчас также коротко хотел доложить о эпидемиологической ситуации. По гриппу у нас минус 16% по сравнению с третьей неделей начала года. То есть эпидситуация с гриппом у нас благополучная. И также по новой коронавирусной инфекции у нас развернуто 45 коек в 3 медицинских организациях, на которых находится у нас 31 пациент и 18 амбулаторно. Тяжелых пациентов ДЛИ там сейчас не наблюдается. Так, в общем, по нацпроектам на этот год запланированы показатель Шадалмула реализовать ИРЮ по строительству, по дооснащению медицинских организаций оборудованием Далмула Шадек Хавонца. Для эффективной реализации социальной политики чиновники должны чаще общаться с населением. Для этого по инициативе главы региона ранее был запущен телевизионный проект «Особый разговор». Гости студии, а это руководители министерств, ведомств, главы городов и районов, на телеканале «Грозный» в прямом эфире отвечают на вопросы жителей республики. Рамзан Хаджи Кадыров призвал присутствующих отнестись к проекту со всей ответственностью. Кроме вашей прямой линии ежегодной, по вашему поручению еженедельно руководители министерств, ведомств, районов принимают участие в прямых эфирах. С начала 2019 года проведено 3 этапа прямых линий, проведено около 130 прямых линий. Поступило 12 600 вопросов, из которых почти 7 тысяч уже рассмотрено. И сегодня у нас стартует 4-й этап. Сегодня у нас первый участник Абазов Рустам, глава Грозненского района. Начинается 4-й этап прямых линий. Хотелось бы обратиться к коллегам с просьбой, чтобы не сдвигали график прямых эфиров, потому что мы за неделю начинаем подготовку, сбор, анализ информации, запись вопросов, анонсирование. И когда впритык к прямому эфиру обращаются с просьбой сдвинуть, практически невозможно заменить, подготовиться под другого участника, и тем более жители республики, они уже в курсе, для них анонсирован определенный спикер. Поэтому просьба не сдвигать прямые эфиры и ответственно относиться. Ни в коем случае, запомните, что отцу был об этом, вопрос, поменять график был и утуда, вообще, каждый руководитель, так, министерство, отчеты, и руководитель выдаст. Центр направления, я не хочу направлять, центр двадцать лучше хлеща, удерживать хуже, если кидал один на вопрос, имеет возможность, что подчинен центр прорабатывать именно сега вопрос, центр имеет в виду строго якну и говорим, даже дешево, центр избегать дешево, потому что адекан, шавигест, я участвую, шихан, телевидение, получая министерство, вау, то есть отчеты есть, как мы ездим, что отчитываться есть, что район министерства, халдер министерство, бывает, что еле еще отчеты есть, это его обязанность ходит. В завершении Рамзан Хаджи Кадыров поручил собравшимся поддерживать высокий темп развития по всем направлениям и уделить особое внимание дисциплине. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров проверил новую военную технику для спецподразделений Чеченской Республики. Это зенитные установки «Шилка» калибра 23 мм, которые установили на грузовиках повышенной проходимости марки «Урал». Машины для бойцов приобрел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Глава республики выразил уверенность, что с такой техникой личный состав подразделений легко справится с вражеской бронетехникой. Общий дом. За 50 дон, выиграли дон. И я это дон, на 1000 дон. Новый дон. Аппарат что не знаю, что такие. Машина отдельно из-за ехать, машина яйца. Минобороны дон. Ехать нас, да, поняя. Леопард, это леопард.
В республике открылся региональный офис общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Площадка для самореализации и развития подростков заработала на базе Центра образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Помимо организации досуга учащихся, в задачу входит формирование мировоззрения будущих поколений на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Сюжет Седы Хасиевой. «Мир детства, мир будущего». Под таким лозунгом прошел первый съезд Российского движения детей и молодежи. Уже после объединение получило название «Движение первых». И именно его открытие проходит в Центре образования имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В торжественной церемонии принимают участие ученики, учителя, активисты и почетные гости. ديشر حكمة شكا صادق شكا كيجينا خبولش مسمتها بيشترس باب هالبيز الله يوي لنا يدينا концепция духовно-нравственного воспитания молодежи. Элдок тептер халгади лана цинз белош бойч халош вепачвар инзиву хунд эльчацуна خارق هدجاني أشخر شرسي يقي ولدينا شكولا عدوش دلبيرا إذا شي موت بيش دانا نالورش ووشي لورشي موخ بيش يميخ باتريوت والش قيت وش قيوري اعتولا وش غل قلق تعامينا وش لامز مارخي تعامينا وش Здесь собрались учащиеся со всех 11 классов Центра образования. Они готовы стать участниками Движения первых, чтобы трудиться во благо своей республики и всей страны. Среди них и внуки первого президента Чеченской Республики шейх Ахмад и шейх Мухаммад Кадыровы. Патриотизм, любовь к родине, сохранение традиций и культуры – все это входит в главные ценности движения. К этому призывал и Ахмат Хаджи Кадыров. О человеке, отдавшем свою жизнь ради благополучия чеченского народа, здесь исполнили песню. Создать единую площадку для молодежи предложила президенту Российской Федерации школьница из Луганска. Ответ на просьбу девочки не заставил себя долго ждать. Уже летом 2022 года был подписан закон о российском движении детей и молодежи. А сегодня по всей стране открываются отделения Движения первых. Такие отделения у нас первоочередно откроется в 16 школах, это первое отделение, и до конца года мы планируем открыть во всех школах такие отделения первичные, чтобы дети могли быть в движении и участвовать в данном направлении. И я думаю, что принесет огромную пользу для детей в целом. И школьные занятия ответственность будет нести Министерство образования, внеурочные мероприятия. И ответственность за детей будет нести ответственность Министерства спорта и по молодежной политике Чеченской Республики. Я думаю, что это дополнительный стимул для подрастающего поколения в плане воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Чтобы стать его частью, надо быть активным, участвовать в делах школы, региона и всей страны. Мы будем направлять детей для того, чтобы они могли себя реализовать в жизни. Им было легко найти профессию, коммуникативные навыки, то есть это и общение между собой. Общение не только в районе республики, в рамках республики, но и общение с теми, кто вступает в ряды других регионов. Я считаю, что это движение – это путевка в будущее. Это помогает нам объединяться, развивать себя, раскрывать свои таланты, которые, возможно, мы до сих пор не замечали в себе. Я надеюсь, что нас ждет очень много побед и очень много новых, конечно же, знаний, а также мы сможем познакомиться с людьми разных регионов, которые входят в нашу страну. Это большая честь для нас. К концу 2023 года по всей стране планируется открыть около 10 тысяч первичных отделений Всероссийского движения детей и молодежи «Движения первых». Седа Хасиева, Моусар Даудов, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя.
В Индии мусульманина осудили пожизненно за неправильную транспортировку коров, а премьер-министр Канады назначил первого в истории страны представителя по борьбе с исламофобией. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей традиционной рубрике «Умма». Беспрецедентный случай произошел в Индии. Мусульманина осудили на пожизненное заключение за перевозку коров. Следствие доказало, что мужчина при транспортировке животных не соблюдал нормы безопасности. Стоит напомнить, крупный рогатый скот является священным в индуизме. На основании этого в законах страны прописан особый регламент обращения с ними. Премьер-министр Канады назначил первого в истории страны представителя по борьбе с исламофобией. Им стала общественница и журналистка Эльвира Эль-Гаваби. Такой шаг стал ответом на участившееся в последнее время нападения на мусульман. С каждым годом агрессия увеличивается. Индонезия – самое щедрое государство в мире. К такому мнению привел опрос, проводимый в 119 странах мира. Инициатором выступил фонд благотворительной помощи Великобритании. Главной задачей было выяснить, какая страна наиболее открыта к проблемам других людей. Республика Индонезия заняла первое место. На ее территории огромное количество благотворительных организаций, готовых прийти в любую минуту на помощь обездоленным. В американском штате Флорида местные власти одобрили строительство соборной мечети. У нее будет 3 минарета, каждый из которых в высоту по 30 метров. Рядом со святыней возведут трехэтажное здание мусульманской школы. В ближайшее время намеченный план перейдет в стадию реализации. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Представители традиционных конфессий России осудили сожжение Корана. Круглый стол на тему «Современные вызовы исламскому миру» со стороны западных стран прошел в Грозном. В нем приняли участие общественные и религиозные деятели с нескольких регионов страны. Встреча проведена на фоне недавних событий в Дании, задевших чувства верующих. Собравшиеся осудили такие акты провокации. Мы живем в стране, где сам президент нашей страны Владимир Владимирович уделяет огромное уважение религии, вопросам межнациональных отношений. Во многих встречах наш президент приводит аяты из священного Корана, из того Корана, который сегодня те фашисты, которые на Западе, которых ничего человеческого не осталось, которые сжигают. Мы горды, что живем в такой стране, где руководство, где политика вся сведена, чтобы укрепить межнациональные, межрелигиозные отношения. Я для себя изучаю ислам, как бы ознакомливаюсь, так скажем, изучить его невозможно, как любую священную книгу. И когда я прочитал основы ислама, подаренные муфтияте России, я написал четверостишие, в котором отразил свое мнение. Аяты из суры Корана гласят: «Всевышний один, а уверовавший брат. А каждый уверовал в Бога его, не учит ислам убивать никого». Поэтому вот моя позиция, что религия ислам – это религия мира и созидания. 1 февраля во всем мире отметили Международный день хиджаба. В этот день проводятся различные акции и флешмобы, причем не только в исламских странах, но и в светских государствах. В Грозном активисты организации «Юные кадыровцы» провели опрос среди девушек, что они знают о хиджабе и что в Священном Писании говорится о нем. За ответы вручили подарки, учебно-методическое пособие и платки. Акцию организовал Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики совместно с мэрией Грозного. وين ما خأرة أو دنيا شوها غير دال دعبيوش بالبالخة يهوبهون ألشة إذا قيمتين بيلقلو يؤي تقل إذا خرس دك بيوخ دك يتندو يدكدو ينيسدو ألا ناخن تأيغور نيخ بقونش يوخير دحوش بالخ بوين مسانا ما خأر ويا تخنا يرليرين دول ده دنيا شعلورش دوئي إذا وي مخري أزنقل لريش ويت إحيى لريش ويت إحيى إيمان حقيقة ددو يبلغل دقن إذا نخشوا يوع نخشوا مخري دوخر خلاص دول ددو يولو خلاص ددو ديل يلشنبوه عليه الصلاة والسلام يوع خرج شخينا يوع بلغل يوع خشخينا دين دك خرجلح بوه يزنيك خرجلح صندر يح يزنيقل إذا بوصل ديننا ugur korte dol gilkhdu vezi sila woshdal wet ehi vezqi yel vezi sila woshdal yerdin marzdol wain.
День открытых дверей прошел в Республиканском онкологическом диспансере. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. Каждый желающий смог пройти бесплатную диагностику и получить рекомендации от лучших онкологов республики. Специалисты также рассказали пациентам о том, что своевременная диагностика способствует выявлению рака на ранней стадии, а это позволяет успешно лечить недуг. В этом году День открытых дверей несколько отличается от предыдущих лет, потому что мы значительно расширили спектр диагностических услуг и возможностей для прохождения исследований для наших пациентов. В этом году уже добавились и все необходимые рентген-исследования, все необходимые лабораторные исследования и даже компьютерная томография. Если в прошлом году мы только использовали ультразвуковые исследования и маммографию, то в этом году весь спектр исследований. Онкологический осмотр играет важную роль в обнаружении рака и предраковых заболеваний. Проходить диагностику необходимо не реже 1 раза в год, отмечают врачи. Узнала, что сегодня будет проходить вот эта акция, поэтому решила прийти и обследоваться, что возможно. Все это проходит бесплатное обследование, мы очень благодарны. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Увидимся ровно через неделю. До встречи.